Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня читается евангельское чтение, очень поучительное, в которое говорится о золотом правиле, о золотом нравственном правиле, соблюдая которое, мы можем, так сказать, Богу, во-первых, угодить, а во-вторых, это то, что сделает нас подобным Богу, нашему Отцу. Правило таким образом читается. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Очень просто и понятно. Если хотим, чтобы нам благотворили, нас любили, нам помогали, то мы также должны любить и помогать. Если хотим, чтобы к нам хорошо относились, то мы должны хорошо относиться к людям. Кажется, все понятно и совершенно доступно для нас, но не так-то все просто. Оказывается, также поступают и простые люди, мирские, грешные. Они как делают? Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо грешники то же самое делают. А если взаим даете тем, от кого надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратное столько же. То есть здесь говорится о том, что мы благодарим только тем людям, от которых ждем ответную реакцию. Именно такую же, насколько мы этим людям сделали добро. Но порой получается так, что мы ждем от людей добра, а сами про добро-то забываем. А в первую очередь мы должны сами проявлять по отношению к близким такие дела милосердия, дела доброты. Не ждать, чтобы к нам бежали и все нам помогали. Наоборот, мы должны поступить, именно сделать первый шаг по отношению к близким, то есть творить им добро. И дальше Господь говорит: «Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаим давайте, не ждайте ничего. Будет вам награда великая, и будьте с нами Всевышнего». То есть Господь призывает нас не только поступать, как мы обычно поступаем, творим добро по отношению к тем людям, от которых чаем обратно получить столько же, сколько мы добра сделали. А здесь Господь нас прививает к совершенству. Он говорит: добро творите не только людям, от которых ждете похвал и надеетесь что-то получить, а именно творите добро и к врагам. К врагам здесь имеется, конечно, личным врагам. С врагами Отечества мы должны бороться, защищать, как говорит наше Отечество, наши святыни защищать, наших детей защищать, внуков, как Господь сказать, нету больше любви, то положит душу за други своя. А третье, врагов Бога должны гнушаться, а враги Бога – это дьявол. То есть никаким образом в своей жизни идти на уступки и через свой свойств не переступать. То есть не быть служителями дьявола, не быть служителями греха, а дьявола должны отстраняться, гнушаться его. Что гнушаться? Как от проказы отстраняться, близко его не приближать себе, к чистоте, святости своей души врага не допускать, хранить сердце свои, мысли свои в чистоте, мысли, находящие от врага всеваемые, или грех, который мы видим вокруг происходящий, сатана всеял, так сказать, эти грехи в наши сердца, умы, мы должны избегать его, хранить на стороже свое сердце. Здесь имеется в виду, что любить врагов, именно личных врагов, потому что лично наши враги – это наши благодетели.
потому что никто, как враг, не скажет нам, что мы из себя представляем. Понимаете? Потому что друг, он, естественно, по любви своей будет покрывать наши грехи. Вот. Никогда нам, так сказать, это друга ты сейчас не найдешь, как говорится, вот, во льсти, вот, и в грехах находимся. Нет такого человека, который бы нам сказал правду. А вот враги неправду сразу говорят. Они, так сказать, не льстят нами, они говорят, матку, так сказать, правду режут, кто-то есть на самом деле. Всякие пакости нам творят, наговаривают на нас, вот, всяко, значит, наущают нам всякие неприятности, но мы должны их любить, вот, и прощать их, помогать им, знать, что это, так сказать, горькие пилюли, эти враги, которые, вот, не ведая того, хотят нашего спасения и делают нам все необходимое для нашего спасения, потому что нет ничего благосклоннее и нет ничего сильнее противостоять врагу, как его любить, как ему благотворить, ему помогать, потому что это любовь, которая происходящая из сердца, этот огонь вражды и гнева, который поселяется в этом враждующем человеке по зависти или еще по каким-то грехам, вот, значит, можно мы потушить только благодатью любви, смирения и терпения по отношению к своим личным врагам. Если же будем с этими врагами воевать, поступать так же, как они с нами поступают, то будет не один враг, а будет уже два врага. А вот ты и тот враг, который тебе творит зло. Вот уже два врага. А мы что еще сделаем? Мы еще пойдем наговорим, что это тот-то мне сделал. Еще кого-то, значит, вернем свое осуждение, свой грех и других людей. И вот еще больше врагов, которые тоже будут завидеть, вот, и враждовать, и как-то криво относиться к твоему личному врагу. Понимаете? И вот таким вот образом грех и злоба в этом мире, благодаря нам, которых врагов не милуем, не прощаем, увеличиваются. И мы все хуже и хуже живем, потому что вражду свою поселяем и думаем, что мы кого-то исправляем. Врага исправляем. Вот я ему скажу вот так вот, он сразу вразумится и поймет, что неправильно поступает. Он только посмеется, враг посмеется с котов, еще один, значит, так сказать, появился мой служитель, который враждуя, значит, еще дальше больше будет подливать масло в огонь, вот, и все будет увеличиваться, значит, усугубляться, на сердце камень будет вражда и гнев ненависти, и вот таким вот образом мы будем портить и свою жизнь, и жизнь окружающих людей. А мы должны быть, у нас примером, вот, отношение к врагам – это наш Спаситель, наш любящий Отец, который послал в этот мир нашего Христа Спасителя, Сына Божьего, и Сын Божий, придя к нам, к врагам, в логово это вражеское пришел, в котором сам Гомор и сам Содома, зависти, ненависти, всем рабовладельческий строй, вот это в грехе, как говорится, живет этот народ, вот, и Господь пришел сюда, и этих своих врагов Он не возгнушался, простил их, и, значит, через крест очистил нашу природу, понимаете? Если Он простил наши грехи, Он бы это сказал, вот родится Мария Ивановна, сюда не пойду, вот Мария Ивановна передо мной виновата, и не буду прощать ни Марию Ивановну, ни всех остальных людей. Как Он говорил? Я, говорит, из камней себе могу создать служителей, но Он это не сделал. Он до конца прошел этот путь, чтобы кого-нибудь из нас хотя бы до конца, чтобы мы очнулись и исправились, и спасли свои души. Только это возможно делать добровольно. Мы же добровольны, мы же свободны личности. Вот только Бог свободен, и мы с вами свободны.
Вот этот весь мир и животные живут по инстинктам, по законам Божьим построенным. Вот, начинается сейчас осень заканчивается, зима начнется, ничего не переменится, так оно и будет. Когда конец света будет, когда что-то собьется, и другая будет земля, это будет в конце света. А сейчас все идет по наложенным, так сказать, рейсам Божьим, двигаться эта земля. Также и животные по инстинктам живут, а вот человек живет свободно, потому как и Бог свободен, и мы свободны. Можем поступать или так, или злиться, или прощать, или любить, или гневаться. Мы совершенно свободны. И вот Господь, видя эту свободу, хочет, чтобы мы свободно, добровольно, сами жили с Ним и могли спасти свои души. И все это необходимо даровал. Но так как если мы понимаем, что мы Его дети, и мы хотим спасти свои души и войти в Царство Небесное, то здесь уже на земле мы должны жить не как язычники и грешники, давать взаймы только тем, от которых знаем, что нам вернут самое. И любить только того, кто нас любит. А если кто-нибудь криво нас посмотрел, мы же его не любим. Это по Ветхому закону так вот и живем. Живут все остальные люди, как люди не те, для которых Господь даровал нам Царство Небесное. Живут по ветхому человеку. Но по ветхому человеку живут люди ветхие, и которые идут в гиену огненную. Мы же, крещенные люди, верующие, православные христиане, мы новые, так сказать, новое стадо, мы новые люди, потому что родоначальник нашего, так сказать, рода христианского, это Иисус Христос, это второй Адам. В нас этот второй Адам поселился, когда мы крестились, у нас родился маленький Христос. Насколько вот он у нас, так сказать, возрос и стали мы христианами, опять же от нас зависит. Если в тайне церковных участвуем, значит, заповеди знаем, стараемся и отстраниться от греховной жизни и жить во свете Христовых заповедей, тогда мы христиане, тогда мы можем укрепиться и быть именно, так сказать, жителями этого Небесного Царства, вот, которые всем Господь дарует, открывает, как говорится, открывает через церковь, через Его заповеди, через таинства церковные, через молитву, через прощение, через покаяние, открывает нам Царство Небесное. И вот Господь заключает это свое повествование, сегодня евангельское, говорит: «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный». И действительно, Отец милосердный, наш Создатель, Он проявил милость к роду нашему человеческому, послал Сына Своего возлюбленного, и Сын возлюбленный вошел на крест для того, чтобы нас очистить, исправить от наших грехов, простить эти грехи, вот, искупить Своею кровью, Своим страданием, искупить эти грехи. Мы наказанные, мы виноваты в наших проступках, в наших грехах. Ведь никто же не виноват, мы же сами согрешаем. Можем не согрешать, а согрешаем. Мы виноваты, мы свободны, но все время эту свободу свою греховную подвигаем на грех. Были бы Божии, Христовы, как говорится, и проявляли бы именно в своей жизни силу Божию, вот, и надеялись бы не на себя, а больше бы надеялись на Бога и впускали бы Бога в свою жизнь, Он бы помогал нам совершать достойные поступки нашего спасения. Но это же не происходит. И вот сам Христос проявил за нас, как говорится, все это совершил, вот, искупил, исправил, исцелил природу и даровал нам воскресшую свою плоть, для того, чтобы мы были соучастниками воскресения и жизни вечной. Но также нужно жить, вот, и, как говорится, проявить это милосердие, в первую очередь, именно к ближним,
к врагам своим, любить их, прощать. Вот. И тогда и Господь нас простит. Он же как говорит, вот мы читаем все время молитву «Отче наш». «Прости нам, Господи, долги, яко же мы прощаем должникам своим». Но если мы не прощаем, так что мы думаем, что нас Господь простит, если мы не прощаем, еще ищем, кого бы обвинить в своих грехах, вот, и думаем, что Господь нас простит. Но ты уже суд совершил над кем-то, если ты совершила суд над кем-то, осудив его, человека какого-то, даже не знаешь, как он жил, почему он так совершает такие грехи, почему он так живет, ты же не знаешь этого. Ты же этого не знаешь, но судив его, тоже грех его взяла на себя, и за этот грех это будет препятствие, твое будет препятствие к тому, чтобы Господь тебя простил. Если ты не покаешься или не будешь исправляться, то входа в Царство Небесное тебя не будет, понимаете? Но это же так просто сделать, кажется нам, вот простить и очистить себя от этих грузов, этих камней, которые у нас есть на сердце. Что нам это не дает простить? Это, сказать, эти грузы, эти себя снять. Да наша гордыня. Наше тщеславие, наше превозношение. Мы думаем о себе как о пупке земли, вокруг которого должны все вертеться. Те должны мне кланяться, меня любить, меня прощать, а я ничего не буду делать. Даже прощать, даже покаяться даже не буду в этих грехах. Исправляться не буду. Бог не должен, всем не должны. Вот так вот и живем, понимаете? Но так живут люди грешные. Люди, погрязшие в грехах, они живут таким образом, и участь их незавидная. Мы все-таки дети Божьи, вот, и Отец наш милосерден, и также мы должны милосердны быть по отношению к врагам, именно своим личным, вот, врагов Отечества, защищать от врагов, вот, а врагов Божьих внушаться. Вот, никакой связи не иметь с врагами Божьими, то есть дьяволом, по стопам греха не идти, с грехом бороться, в сердце в ум не впускать ничего плохое. Всегда иметь покаянную молитву в всем сердце, ее творить, оплакивать свою греховную жизнь для того, чтобы очистить место для Бога. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного или грешную. Аминь. Спаси Господь, все дорогие мои.